В Ягдоне уже второй год подряд проходит акция «Костры на башнях», посвященная памяти погибших осенью 1992 года. 3 костра по очереди были зажжены в селении Гули, замках Акуна и Колгом. Построение и напутственные слова от министра спорта Хасана Бароева. Ребята из патриотических лагерей «Балс» и «Горец», а также исторического клуба «Ласамонга» отправляются на восхождение, чтобы отдать дань памяти жертвам погибших во время Остино-Ингушского конфликта. Такие трагические моменты, которые были связаны непосредственно с нашим народом, их забывать вообще не имеет права ни один вообще житель нашей республики. Мы обязаны их чтить и вспоминать, и помнить всегда достойно. Издавна сигнальные точки располагались как в горных котловинах, так и на равнинах, особенно там, откуда просматривалась большая часть территории, где проживали целые поселения. Сегодня участники акции повторили обряд, который совершали наши предки еще 200 лет назад. В те времена, чтобы оповестить народ об опасности, на сторожевых башнях поджигали специальные брусья с овчиной шкурой, для того, чтобы дым от костра был черным. Если необходимо собрать совет общества, пускали белый дым. Тогда в костер кидали мокрую солому. В темное же время суток подавали сигнал огнем. Огонь вообще разжигали в память об усопших. И так символично получается, что огонь, зажженный на башне или на сигнальной такой точке, на таком месте, который предвещает опасность, мы их разжигаем в память об погибших в Остино-Ингушском конфликте. И хотим, чтобы молодежь наша не становилась маргиналами, а помнили о своих корнях и о том, что случилось, какие испытания выпали на долю народа, и чтобы не забывали об этом, а старались всячески находить общий язык со всеми и в то же самое время были готовы защитить свою республику в экстремальных случаях. Горящие костры – один из обрядов, который соединяет в себе исторический дух прошлого и настоящего. В этом году эту акцию организовало Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии совместно с Центром патриотического воспитания. Отныне она станет традиционной. Рая Дзантьева, Ацамас Шипшев, Осетия ТВ.